Вы смотрите новости на телеканале Тува-24. В студии Алдынай Хавалык. Здравствуйте, и мы начинаем. В садоводческом обществе Вавилинского затона из-за самодельного предохранителя чуть не сгорел трансформатор. В Тувинском госуниверситете подвели итоги деятельности, наградили преподавателей и студентов. В преддверии праздника Шага в Тувинском кадетском корпусе прошла акция «Сюзюню Тува Долган». В Туве с начала года участились случаи вождения авто несовершеннолетними. 9 февраля стоматологи во всем мире отмечают свой профессиональный праздник. В преддверии праздника проходят стоматологические семинары, лекции и курсы повышения квалификации, на которых врачи делятся опытом и знакомятся с новыми технологиями. В Туве в рамках этого дня проходит региональное тематическое мероприятие «Профилактика заболеваний полости рта и поддержка здорового образа жизни». В стоматологической поликлинике побывала наша съемочная группа. Зубная боль – то еще испытание, поэтому зубного врача всегда уважали и почитали. Стоматолог – это специалист по проблемам челюстно-лицевой зоны. Зубной врач знает, как решить проблему любой сложности. Профессия весьма емкая. Чойгана Оржак – опытный врач-стоматолог с 17-летним стажем работы. Окончила Московский государственный медико-стоматологический университет в 2004 году и сразу устроилась по специальности. Признается, что с тех пор в области стоматологии произошел технический прогресс. Очень сильный прорыв произошел в стоматологической у нас в поликлинике помощи. Мы стали оказывать, во-первых, работаем более современными пломбировочными материалами. Есть у нас и лазер, вот у врача-пародонтолога, он работает лазером. Есть специальный аппарат, который определяет онконастороженность заболевания слизистой оболочки полости рта. И в основном, конечно, это улучшились пломбировочные материалы. Стоматолог должен уметь диагностировать заболевания ротовой полости, лечить зубы, проводить профилактику болезней и при необходимости обладать навыками хирургического вмешательства. В обязанности доктора этой специальности входит также протезирование, исправление прикуса, реставрация зубов, установление имплантантов и коронок. По городу у нас в настоящее время физлиц работает 39. Теперь еще находятся наши врачи. Еще вакансии есть. Всего у нас 53 штата в настоящее время есть. Нет, мы, конечно, каждый год мы что-то обновляем, статью вперед. Раньше у нас была эта поликлиника, старая детская была. Мы в 2010 году, значит, новое здание переехали детской. Раньше было там 4 кресла было, до 2010 года. Сейчас там 10 кресел стоит уже. И в этом году, в прошлого года начали там вместе с Минздравом, целенаправленно работать для расширения нашей сети. Расширение произошло за счет открытия в Кызыле 2 филиалов стоматологической поликлиники. Первый рядом со школой номер 14, а второй в микрорайоне Правый берег, где также проводятся тематические мероприятия по профилактике заболеваний полости рта. В основном, конечно, хочется сказать, что гигиена полости рта уже по данным эпидемиологического обследования ВОЗ на протяжении 2 лет, что интенсивность поражения кариеса при регулярном, хорошей гигиене полости рта снижается на 30-40%. А средства гигиены основные – это, конечно, зубные пасты, зубные щетки, дополнительные – это ополаскиватели. Здоровье полости рта начинается с чистых зубов. В дополнение к ежедневной чистке зубов в домашних условиях необходимо регулярно посещать стоматолога. Лечение именно хорошее, хорошо лечат. Жалко, что одна единственная поликлиника у нас по всему городу. Понятие о первичной, вторичной и третичной профилактике стоматологических заболеваний входит в комплекс мероприятий, которые направлены на предупреждение патологических процессов, а также на остановку их прогрессирования при выявлении на самых ранних стадиях. Именно качественная профилактика является гарантией здоровья как твердых, так и мягких тканей ротовой полости. Чинчи Кашпуков, Владимир Сюртук, Самдам Иргит, телеканал Тува-24. В Туве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ, но тревогу у жителей республики вызывает новый штамм коронавируса – Кракен. Насколько готова республиканская инфекционная больница к потоку возможных пациентов с инфекционными заболеваниями верхних дыхательных путей, узнавала Алдынкыз Буян.
Показатели заболеваемости респираторными вирусными инфекциями в республике в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличены в 2 раза. Так, за январь месяц 2022 года всего заболевших было 196 человек. В 2023 году число пациентов составило 373 человека. По нашему учреждению, если ситуация также будет сохраняться или будет отмечаться рост количества больных, наше учреждение готовы к приему больных. Учитывая опыт прошлых лет, у нас в наличии имеются необходимые медикаменты, расходные материалы и те системы для определения вирусных инфекций, в том числе и коронавирусной инфекции. Напомним, что на минувшей неделе в Туве был зарегистрирован 2-й случай в России нового штамма коронавируса «Кракен». Несмотря на столь пугающее название, новый подвид омикрона проходит в более легкой форме. Его лечение не обязательно в стационарном режиме. Об этом говорят врачи. Сейчас идет ажиотаж, как обычно. Больные при получении положительных тестов на ковид сразу обращаются к нам без направления. Штамм «Кракен» отличается тем от предыдущих штаммов, омикрон, легким течением. Они могут лечиться амбулаторно под наблюдением участковых терапевтов и педиатров. Госпитализация необходима тем пациентам, у которых более тяжелая симптоматика, когда наблюдается повышенная температура в течение 2 дней. Имеются симптомы интоксикации, вялость, головные боли, боли в суставах, тошнота, рвота и жидкий стул. С такими симптомами и обратилась жительница Кызыла в неотложку. У меня дома поднялась температура, усилился кашель. Я обратилась к терапевту, он написал мне направление, после чего я с ним пришла сюда. Меня сразу госпитализировали, врачи очень хорошие, отзывчивые. Легла сюда я вчера, меня прокапали, и сейчас я чувствую себя лучше. Новая инфекционная больница в связи с увеличением роста острых респираторных заболеваний верхних дыхательных путей перепрофилировала койко-место. На сегодняшний день больница полностью готова к возможному потоку пациентов. В каждой палате имеется бактерицидная лампа, дезинфицирующий шкаф для посуды. У кровати есть централизованная кислородная панель, кнопка вызова врача и все необходимое для пребывания на стационарном лечении. Также имеются все необходимые лекарственные препараты. Процедурный кабинет заполняется в зависимости от нуждаемости. Алдын Казбуян, Буян-Уюн, Айдана Сенденма, Тува-24. В одном из садоводческих обществ Вавилинского затона из-за самодельного предохранителя чуть не сгорел трансформатор. Работники энергоснабжающей компании совместно с представителями мэрии устранили неполадки. Как это было и каким выводом привело, продолжит наш корреспондент. Территория СНТ-14 – трансформатор, который, по словам энергетиков, к ним не относится. Именно он чуть не вышел из строя окончательно, когда из-за короткого замыкания загорелось разлитое трансформаторное масло. Как пояснили Россети Сибирь-ТВ-Энерго, возгорание произошло из-за использования предохранителя кустарного производства. Вследствие чего произошло возгорание разлитого трансформаторного масла. Люди остались? Люди, остались без света. ТВ-Энерго. Они обратились к вам? Да, они обратились в ТВ-Энерго. ТВ-Энерго помогло населению. Мы произвели ремонт оборудования. Трансформатор сейчас работает, но с трудом справляется с перегрузкой, из-за которого в январе взорвался предыдущий старый. По словам председателя товарищества, мощности не хватает из-за использования жителями электрообогревателей. Понимая, что люди делают это не от хорошей жизни, растут и долги за свет, товарищество, мэрия и энергетики, тем не менее, решили отремонтировать и установить второй трансформатор. С помощью ТВ-Энерго мы первый трансформатор заменили, второй его сейчас с помощью мэрии и ТВ-Энерго, опять же, восстановим его. И они пообещали, что помогут установить нам. После установки дополнительного оборудования руководство товарищества обязуется принять меры по распределению напряжения между домохозяйствами, чтобы электроэнергии хватило всем. До той поры вопрос перегрузки сетей в СНТ-14 и не только остается открытым. Мадр Сандан, Чайхан Тенгак, Буян-Уюн, Айдана Сенденма, Тува-24. В Тувинском госуниверситете в первый понедельник февраля состоялось торжественное мероприятие, в котором подытожили деятельность образовательного учреждения за минувший год и обозначили планы на текущий. Также наградили отличившихся преподавателей и студентов. Сегодня ТГУ – это более 30 лабораторий, в том числе конструкторские и проектные подразделения, 123 результаты интеллектуальной деятельности, 3 малых инновационных предприятия. И с каждым годом данные показатели успешно пополняются.
Мы понимаем, что на самом деле, ну, скажем так, наука имеет разные уровни включение в себя всех людей, проживающих у нас на Земле. И, конечно же, фундаментальная наука – это та наука, которой занимаются уже люди, выбравшие свой путь. Это молодые ученые и ученые-маститы, это высшие учебные заведения и, значит, академические институты. Среди приоритетных направлений университета можно выделить развитие племенного дела, работу по наполнению второго издания Красной книги Тывы, создание карбонового полигона в Республике Тыва и реализация республиканской программы развития государственных языков Республики Тыва на 2021-2024 годы, где университетом и другими учреждениями Тувы проводится форум тувинского языка. Будем отмечать наших лучших, начиная от студенческой науки, ну и далее уже до, конечно, маститых ученых, которых у нас достаточно много. Почетный работник сферы образования Российской Федерации. Спасибо большое Тувинскому госуниверситету, в котором я проработала около 30 лет и занимала разные должности, начиная от лаборанта и заканчивая заведующей кафедрой. Получение награды накладывает, столь высокая награда накладывает на меня еще большую ответственность, еще большую отдачу родному университету и вложение частички себя, студентов, в свою любимую работу. Добавим, что ТГУ также является региональным центром инноваций и патентно-лицензионной деятельности. Уже несколько лет в ТУВГУ проводится республиканский форум по робототехнике и молодежный инновационный форум, который в 2018 году стал межрегиональным, объединив Красноярский край, Хакасию и Тыву. Ресмангуш, Буян Аюн, Самдам Миргит, телеканал ТУВА-24. К новостям науки. 8 февраля отмечается День российской науки. В преддверии профессионального праздника в Тувинском институте комплексного освоения природных ресурсов нашему корреспонденту рассказали об основных разработках научных сотрудников. Речь идет не только о рациональном использовании природных богатств и полезных ископаемых. Подробности далее. Как театр начинается с вешалки, так и Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов, или ТИКОПР, начинается с отдела технологий. Именно здесь идеи воплощаются в реальность. Среди разработок нет второстепенных, но сегодня на первом плане наше черное золото – уголь. Научный сотрудник Шалбан Салдуб знает о нем все. Он уголь растворяет и путем химических процессов получает порядка десятка соединений, которые можно использовать в самых разных отраслях. Один из самых ценных продуктов – каменная смола. Его раньше из каменной смолы делали моторное топливо, бензин, а потом уже, когда пришла нефть, то уже как бы забыли об этом. Но нефти осталось по подсчетам на 50 лет. Но об этом говорили еще 20 лет назад еще. А до сих пор вот. А вот угля на несколько сот лет осталось. Его можно использовать тоже так же. Вот. Из них можно очень многие химические продукты можно получить. Пластмасса, красители, много чего можно получить. Лекарства. Исследование углей Тувы – это изучение их свойств и превращений, поясняет ведущий научный сотрудник Любовь Тазол. Простыми словами, получение высокомолекулярных жидких продуктов, из которых, в свою очередь, можно выработать много ценной химии, а остаток использовать как экологическое топливо. То же самое с завалами вскрышных пород угледобычи, с отходами туа-кобальта и туа-асбеста. Получается экологически хороший материал керамическое топливо, потому что он вреден содержанию мышьяка, но там предварительно уже как бы извлекли и перевели мышьяк в такую форму, которая при долгом контакте с водой и так далее не вымывается. То есть гигиенические нормы будут соблюдены. Очень из отходов комбината туа-асбест тоже рассматривают, тоже исследуют, из них можно получить оксид магния, оксид кремния. Это материалы, которые широко используются в промышленности, и они востребованы.
Прошлый год для нас был результативным. Отработано 6 базовых проектов, поделились ученые. Один из них – оценка в динамике и в разрезе рисков приграничного региона, объединяющая экономику, экологию и социальное благополучие населения. То есть в институте наряду с природным изучается капитал человеческий. В том числе и проблема того, что за 10 лет на 40% выросло количество молодежи, которая после вуза не планирует возвращаться в республику. Это, наверное, такой сигнал о том, что мы, лет через 5-7 мы можем этих специалистов недополучить. Ну и другая сторона тоже этого процесса есть. Это получается, наши дети, вот наши выпускники, они настолько в себе уверены, они социализируются так хорошо и спокойно, что они могут выехать за пределы и там остаться жить, работать. Это тоже хорошее, то есть это другая сторона вопроса. Наши дети, и вот они воспринимают наше пространство, российское пространство, как свое, не чужое. То есть это выезжают, спокойно могут там остаться жить, как одна большая страна, родина. В науке нет места однобокости, и минус при должном подходе можно превратить в плюс, уверены ученые. Под таким же лозунгом сейчас они работают над глобальным проектом по изучению объемов поглощения парниковых газов нашей экосистемой. Мадыр Сандан, Чайхан Дангак, Айдана Сенденма, Тува-24. По инициативе главы Тувы в 2023 году педагогическому сообществу уделяется особое внимание. В рамках послания будет организован съезд учителей, чтобы популяризировать профессию педагога в обществе. В Тувинском госуниверситете прошел круглый стол, где побывала наша съемочная группа. Первая русская школа в Туве была построена в городе Туране в начале прошлого века, поскольку именно там на тот момент насчитывалось большое количество первых русских переселенцев. Далее, если верить докладу доцента кафедры всеобщей истории Виктории Мангуш, образование в Туве расширялось в 3 этапа, вплоть до вступления ТНР в состав Советского Союза. Об этом и многом другом на сегодняшнем круглом столе говорили руководители и сотрудники образовательных учреждений, специалисты Министерства образования, учителя республики, аспиранты и студенты. Круглый стол приурочен к году наставника и педагога, который отмечает в 2023 году по всей стране по указу президента. Именно для развития образования в нашей республике главную роль сыграл Кызыльский педагогический институт, который образован в 1952 году. С этого момента началось развитие именно системы образования, выпуск востребованных профессиональных кадров. Главной кузницей педагогического образования в Туве остается пединститут, как и более полувека назад. Зная прошлое, легче строить стратегию дальнейшего развития образования в Туве, уверены заседатели. Одним из направлений на сегодняшний день года педагога и наставника мы видим, что в республике востребованы наши студенты. И заявка на то есть профессиональных кадров тоже увеличивается. Мы все знаем, что в этом году очень много школ в нашей республике открывается. В связи с этим много планов, много новых направлений открывается в системе образования Тувинского государственного университета. Рес Мангуш, Шолбан Мангуш, Белек Оржак, телеканал Тува-24. «Я то, что я ем». В преддверии праздника Шага в Тувинском кадетском корпусе организовали акцию «Сюзюнюк Тва Долган». Мероприятие провели в рамках месячника мужества и патриотизма и всероссийской акции «Здоровое питание в школе». На мастер-классе обучающиеся узнали о полезных свойствах национального блюда и способы его приготовления. Тему продолжит Айра Сад. 22 января начался юбилей, то есть канун Нового года, канун Шага. И в этот период времени наши предки всегда проводили обряды, очищались умственно, духовно, а также основное внимание, конечно же, уделялось тувинской традиционной кухне. В начале мастер-класса познавательный экскурс в историю директор Тувинского кадетского корпуса Сылдыс Мангуш рассказал о традициях, обычаях и ритуалах, которых необходимо придерживаться во время подготовки и проведения Нового года по лунному календарю. Испокон веков наши предки передали по обычаям нашим, именно каким образом нужно готовить исконный тувинский долган. Тут очень много полезных свойств.
улучшает микрофлору кишечника, улучшает волосы. В настоящее время из тувинской долгана изготавливают даже противовоспалительные лекарства. Коллектив Тувинского кадетского корпуса для участия в акции закупил 50 килограммов муки из жареного ячменя. Национальную еду планируют отправить военнослужащим, которые задействованы в специальной военной операции. Заморозим и направим на фронт, то есть участникам специальной военной операции. Так как там очень много наших ребят, там очень много наших выпускников участвуют в настоящее время. И для них, конечно же, вот, родное, сделанное своими руками своих наших учащихся тувинский долган будет очень полезным. Основное содержание тут это тувинский долган. Мы туда добавили сахара чуть-чуть, да, сухого молока чуть-чуть подсолили и топленое масло. В топленом масле все это округляем в виде шариков и замораживаем. Повышение осведомленности и формирование потребностей в здоровом питании среди школьников – одна из целей мероприятия. Как сообщают организаторы, к акции подключатся и другие образовательные учреждения. Данная акция проводится с целью популяризации именно тувинской культуры. Дети должны знать о здоровом питании. Именно вот тувинский долган, потому что он очень питательный, очень много элементов, которые полезны для здоровья, и оно не портится, не скоропортящий продукт получается. К этой акции будут присоединяться все школы нашей республики. Не только школы, но и среднеспециальные учреждения, образовательные учреждения и ТГУ. В мастер-классе приняли участие воспитанники 5-7 классов. На этом мастер-классе я научилась лепить из долгана маленькие шарики. Сам долган обладает питательными свойствами. Им можно так же, как и просто пайком питаться, так же, как и обычной пищей. Один шарик уже может наполнить организм. За 2 дня из ТВ-Долгана коллектив Тувинского кадетского корпуса совместно с воспитанниками планирует заготовить около 1000 небольших шариков. Далее груз будет передан в единый штаб помощи военнослужащим. Айра Асабы, Мангуш Самданерге, телеканал ТУВА-24. Жители столицы обратились к нам в редакцию с просьбой разобраться в проблеме записи на прием к врачу-терапевту через госуслуги. Наша съемочная группа разбиралась в причинах. Ну, через регистратуру. Регистратура запись а госуслуги нет. По звонку позвонишь в регистратуру, и там они дату и время указывают, и потом подходишь. С конца декабря 2022 года в медицинских учреждениях республики идет переход на новую платформу вертикально интегрированной медицинской информационной системы ВИМИС, в связи с чем связаны проблемы с записью через портал госуслуг. У нас сейчас идут подготовительные этапы, и немножко идет проблема, что сейчас люди жалуются, что не могут записаться через ИПГУ, потому что по системе ВИМИС пока ИПГУ не запущена. Сейчас на днях запись запустится, пока у нас запись через колл-центр. На сегодняшний день цифровизация идет во всех сферах деятельности. Новая система необходима для того, чтобы упростить задачи и работу организаций, а также всех граждан, которым необходима та или иная услуга. Для этого в сфере цифровизации и не только необходимо будет подтвердить достоверность своих паспортных данных, прописки, страхового полиса и ИНН. Цифровизация идет не только в сфере здравоохранения, но и всех же других структурных подведомств, да, у нас здравоохранение, там ЖКХ и все остальные учреждения. То же самое идет здравоохранение. То есть сейчас через госуслуги это как идет централизация всех данных систем, которые всех отраслей. И в данном ЕПГУ в личном кабинете можно получить любую справку. В том числе в ЕПГУ есть такая платформа, как личный кабинет здоровья. Медики Тувы подтверждают, что несмотря на то, что цифровизация здравоохранения по всей России уже давно и достаточно надежно внедрена, жители республики до сих пор не используют сайт госуслуг, из-за чего возникают спорные моменты между записавшимися и не записавшимися пациентами. У участкового врача-терапевта сначала идет прием, потом обслуживается вызова на дому. У врача удлиняется время приема, они принимают даже во время обеденного перерыва. Потом у них ограничивается время на обслуживание вызовов на дому. Мы бы хотели призвать население, чтобы они записывались на прием заранее.
На сегодняшний день в связи с переходом на новую систему электронной запись пациентов происходит через колл-центры по номеру 37373, регистратуру медицинского учреждения и по номеру неотложной помощи 28810. Алдынкыз Буян Буянуюн, Айдана Сенденма, Тува-24. Сухие завтраки из национальной еды, связанные собственными руками теплые вещи, лекарства и не только. В Туве в преддверии Шага продолжается сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. На этот раз свою лепту внесли члены городского совета ветеранов. С подробностями Айра Асад. Долгосрочная еда у ранхайцев-тувинцев. Именно так назвали свой сухой завтрак члены городского совета ветеранов. Женщины, бабушки и прабабушки готовят и формируют все сами с теплотой и любовью. В каждом сухом завтраке предусмотрена ложка и пакетик с молочным чаем. А на крышке приклеен состав и даже способ приготовления. Вот сейчас вы видите, работают наши ветераны по приготовлению сухого пайка для наших воинов, чтобы там в поле боя они могли очень быстро приготовить сухой завтрак. Вы знаете, что Тува-Талкан – это очень такая долгосрочная еда, она не портится, очень многое. К Шага, к нашему священному празднику Шага, мы все-таки хотим, чтобы наши сыновья попробовали тувинскую еду. И вот так наши ветераны тоже переносят очень интересные тушенки, которые называются степи Тувы. Члены городского совета ветеранов Единый штаб помощи военнослужащим уже передали свыше 130 подобных сухих завтраков. Всего планируют сформировать чуть больше 300. Стараемся внести свою лепту в помощь из тыла, чтобы наши ребята там на поле боя чувствовали боевой дух, чтобы они радовались, чтобы мы тоже ждем их с победой, с надеждой, что они ускорят победу и вернутся живыми, здоровыми. У нас вот толченый ячменный мука талган, называемый арбай талганы, сушеный творог, кисломолочные продукции добавляется обязательно для вкусовых качеств, топленое масло саржек, для молодых ребят, чтобы слаще был сахар. И чай, хан чай мы отправляем вот этот вот. Ветераны к сбору гуманитарной помощи присоединяются не в первый раз, собирали и денежные средства. Первую свою гуманитарную помощь оказали, когда начали кызылкош собирать. И вот тогда мы, кто сколько мог, денежными средствами помогли им. По 500, по 1000 рублей. Участвовали наши ветераны, собирали средства. А потом вторая, это только вот от теплыми ручками ветеранов бабушки вязали свои носочки, а кто не мог вязать, покупали теплые вещи. Челейш, что в переводе с тувинского «радуга», ансамбль состоит из 7 человек, и наряды также соответствующие 7 цветов. А самое главное, связали все сами собственными руками. А сегодня для военнослужащих коллектив вяжет теплые длинные носки. Пряжу соответствующего темно-зеленого цвета хаки специально заказывали из Новосибирска. Ансамбль занимается творчеством с 2015 года. В городском совете ветеранов 13 ансамблей. И сегодня они вяжут под свои любимые песни и композиции. Начали вязать чулок большой. Снизу вяжется как носки, потом то выше колени, до бедра, потом там должна быть резиночка. Я начала шить, вязать с 7 лет. Потом я шерсти пряла, чесала, маленькая была. Пряла тоже не так, как надо было. Мне никто не показывал. Сама все это сделала. Потом мне где-то лет 20 стало, они сказали, вот ты хорошо вяжешь, учи. А я думаю, как я по-русски-то буду говорить это про вязание-то. А потом стеснялась. Потом мне, когда 30 лет было, я эту учебную программу написала.
В городском совете ветеранов более 200 человек. Членство в совете – это не только общение, социализация, но и помощь в общественной жизни республики. Каждый из них живет с девизом «Нам некогда стареть». Айра Сабы, Мангуш, Самданерге, телеканал Тува-24. В Туве с начала года участились случаи вождения авто несовершеннолетними. Только за выходные дни региональными инспекторами госавтоинспекции выявлены 3 факта управления транспортным средством. Все подробности у нашего корреспондента. Любое транспортное средство, согласно законодательству, является источником повышенного риска. От мастерства, опыта и профессионализма водителя зависит не только его жизнь, но и жизнь, безопасность и здоровье всех участников дорожного движения. В случае, когда за рулем оказывается подросток без удостоверения водителя, должного опыта вождения и сноровки, уже не редкость. Несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, не имея удостоверения водителя, будь то автомобиль, мотоцикл либо скутер. Однако это не помешало 3 сесть за руль в разное время в минувшие выходные. С начала года инспекторами госавтоинспекции отстранены от управления транспортным средством 14 несовершеннолетних граждан. То есть, в том числе 3 из них совершили дорожно-транспортное происшествие, наезд на пешехода, столкновение 2 транспортных средств, а также наезд на препятствие. Напомним, что получить водительские права на управление автомобилем категории «Б» можно с 18 лет. Ответственность за передачу руля несовершеннолетнему также не пройдет бесследно и для хозяина авто. Предусмотрено наказание. В отношении водителей были составлены протокола, то есть по части 1 статьи 12.7 Кодекса административных правонарушений управление транспортным средством, будучи не имея водительского удостоверения, а также привлечены к административной ответственности законные представители, а также родители. Кроме того, по всем вышеперечисленным эпизодам задержанные автомобили были помещены на штрафстоянки. Любой родитель думает, что дети попадают в ДТП случайно и будет обвинять в том, что произошло, любого, но только не себя. Руку за голову! Руку за голову! Многоуважаемые родители, вы и только лишь вы будете виновны в том, что ребенок окажется за рулем, так как вы несете за него полную ответственность. Чинчи Кашпуков, Владимир Сюртюк, Белек Оржак, телеканал Тува-24. Губернаторский проект «Кыштаг для молодой семьи» в республике завершен в 2022 году. Но для многих участников он стал стартовой площадкой. И животноводы ведут хозяйство вне проекта, очень довольны своими результатами. Наш корреспондент побывал на чабанской стоянке у семьи Айдуб в Пейхемском Кажуне. Семья Айдуб в проект попали в 2020 году. От предыдущих участников им было передано 200 голов овец. По условиям проекта такое же количество овец передают следующим участникам, а ягнят семья оставляет себе. Кошару и дом построили своими силами. Помогали родители главы семейства, которые тоже являются животноводами. Благодаря проекту у 4 детей участников Кыштага интересные каникулы и насыщенное детство. Айдаш с детства помогал отцу. И когда появилась возможность начать свое дело, решил стать участником проекта. Спасибо Минсельхозу вот такую программу. Вот скот есть, и Кыштаг, все есть сейчас. Но дальше тоже расширяться помаленьку. Что именно? Ну, корову, лошадей. Заводить, да? Родители и родственники поддерживают молодую семью, делятся опытом по ведению хозяйства. Супруга Азиана работает в Туране и время от времени приезжает на чабанскую стоянку, чтобы помочь мужу. Дружная семья живет здесь уже 3-й год. Говорят, что уже привыкли к этой местности. Ведь семья имеет все удобства. Купили солнечные батареи, в доме имеется свет и вода. Территория Пейхемского Кажуна, участники проекта час-40 и Кыштаг для молодой семьи у нас в общем получается 20 семей участвовали. И у нас в этом году и позапрошлом году все они те, которые были выполнили свои обязательства по возврату своего скота. Сейчас они живут в нормальном состоянии, и у них в дальнейшем скот действительно развивается и умножается у них. В
целом зимовка скота в этом году в Пихемском Кажуне проходит стабильно, несмотря на большое количество осадков и суровые морозы. Осенью прошлого года все жители заготовили грубые корма для своего скота. На данный момент у нас из общих заготовленных кормов мы потратили где-то 52%. Это получается где-то 48% еще у нас в хозяйствах имеется кормов. И вот эти вот осталось до конца зимовки 2,5 месяца. Мы надеемся, что вот этот оставшийся корм должно хватить до конца зимовки скота. Одной из главных задач участников проекта являлось сохранение и приумножение выращенного поголовья в зимних условиях, выполнение поставленных перед собой целей. Участник Айдаш Айдуб справился с этой задачей. Теперь семья обеспечивает себя сама, а супруги воспитывают детей и ухаживают за своим скотом. Инна Клоян, Буяна Юн, Белекоржак, ТУВА-24, Пихемский Кажун. Это были все новости к данному часу, а я с вами прощаюсь. До скорых встреч!